Zaman xeyir olsun saygılı seyirciler. Efirimizde gün günden programması. Bugün laf edeceğiz bir önemli tema için hangisi bitki haftalar dalgalandırır cümleyi hem hayvancılık uğrunda uzmanları. Volkanej dolayında belli edildi. Afrika domuz çuma hastalığı da koyuldu. Mahsus hatalı durum. Hatalı durumda komisyanın kararının Harman ayın çekilmesinden işlerle karantin ölçüleri. Kasabaya giriş yerlerinde koyulu dezenfeksiya bariyerleri kontrol ederler. Hayvanların sayısını yakınının satılması zapt edildi. Nice güreşerler bu hastalıkla hem bu durumda ne lazım bilsin insanlar anlatacağız. Bugünkü programımızda misafirimiz Ansı Veterinar Sanitar Bölümün baş инспекторы Любомир Вартанян. Господин Вартанян, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу задать вам самый главный вопрос. Какова ситуация на сегодняшний день на ЖД-станции Волконежской? Подтверждены ли новые случаи заболевания с момента карантина 4 августа? На настоящее время в Волконежском районе 3 очага африканской чумы свиней, 2 очага на станции Волконежты и 1 очаг в самом городе Волконежты. Все очаги под наблюдением, ведутся ветеринарно-санитарные мероприятия в этих очагах. Знаем, что до Волконежты очаги были и в ближайших селах. Ближайшим это был в Когульском районе в июне месяце этого года. Как именно был обнаружен очаг и сколько голов скота пришлось ликвидировать в зараженном хозяйстве? Значит, владелец животных обратился в наш офис в Волконештах с тем, что наблюдался падеж свиней. Наши специалисты выехали, провели осмотр, отобрали пробы, отправили на экспертизу в Кишинев, где было определено и выявлено, что это вирус африканской чумы свиней. Скажите, пожалуйста, что это за заболевание? Как владельцам домашних животных заподозрить это? Значит, африканская чума свиней – это вирусное высококонтагиозное заболевание, очень быстро распространяется. Болеют только дикие свиньи, дикие кабаны и домашние свиньи. Другие виды животных человек не болеет. Но из-за того, что заболевание имеет быстрое распространение, поэтому всегда надо оперативно принимать необходимые мероприятия для ликвидации этого заболевания. Основные признаки, скажем так, первые признаки этого заболевания – это угнетенное состояние животных, потеря аппетита, повышение температуры тела. Часто появляются красные пятна на животных. Вот. В таких случаях всегда нужно обращаться к ветеринарным специалистам для своевременного. А кто является главным переносчиком? Вот вы сказали дикие кабаны, только кабаны или лисы могут. Вот что является, кто является? Чаще всего источником возникновения инфекционного заболевания является, как правило, либо какие-то отходы от больных животных, либо какие-то, скажем, продукты, которые имели контакт с дикими животными. Чаще всего это может быть либо прямой контакт с животными, если, допустим, хозяйство не огорожено, имеет доступ диких кабанов на свиноводческое хозяйство. Может быть причиной использования свежей травы, либо свежеубранного зерна, где был контакт с дикими кабанами. То есть зерно может быть также источником заражения домашних свиней. Возможны случаи, когда сам человек, сам владелец животных может быть источником заноса инфекционного заболевания в себе в хозяйство. Это касается групп риска. Это если человек, допустим, является охотником, участвует в охоте на дикого кабана,
и, заходя в свое хозяйство, может занести вирус к себе в хозяйство. Это заболевание только на свиньях? Только на свиньях. Болеют только домашние свиньи и дикие кабаны. Другие виды животных не болеют этим заболеванием. Вот 14 августа на въездах в Вулканешты установлены дисбарьеры. Как организована обработка транспорта и завершился ли подворный учет поголовья, проходивший с 5 по 12 августа? Подворный подсчет, осмотр животных в Вулканештах проведен. Значит, дисбарьеры будут работать весь период карантина. Значит, весь транспорт, въезжающий, выезжающий с карантинной зоны, колеса обрабатываются дезсредством для того, чтобы не допустить распространения вируса. Плюс досматривается транспорт для того, чтобы не ввозился и не вывозились продукты свиноводства, либо живые свиньи. Ну вот каким образом проверяется запрет на вывоз мяса свинины и продажу живых животных на рынках региона? Усилили вы меры контроля? Ну, скажем так, что у нас на территории Гагаузии нет авторизированных рынков для продажи животных, кроме Вулканешта. Но наши сотрудники, совместно с сотрудниками местной публичной власти и полиции, обходят, делают рейды по выявлению несанкционированных мест продажи живых животных либо продуктов свиноводства. Боятся ли жильцы, да, или жители сообщать о заболевании скота? Рассчитана ли государственная компенсация владельцам при изъятии животных? И почему критично важно иметь бесплатную бирку, регистрацию от АНСИ? Информирование населения проходит очень часто благодаря и телевидению, и других средств массовой информации. Естественно, что люди обращаются по мере необходимости за консультацией к ветеринарным специалистам. И в случае, если каких-то подозрений, естественно, наши специалисты выезжают на осмотр хозяйства и в дальнейшем уже принятие решения действий. Что касается компенсаций, значит, африканская чума свиней входит в перечень опасных болезней, ущерб от которых компенсируется государством. Компенсируется только в том случае, если животные были идентифицированы и зарегистрированы в государственном регистре животных и соблюдали все меры биобезопасности в этом хозяйстве. Что касается мер биобезопасности в хозяйстве, значит, вне зависимости, это крупное предприятие свиноводческое, либо это частное предприятие непрофессиональное. Любое свиноводческое предприятие должно быть огороженной территорией, чтобы исключить доступ других диких животных. Животные должны содержаться в закрытом помещении. Не допускается выгул животных на пастбищах, допускаются небольшие выгульные площадки, исключающие контакт с дикими животными. Человек, который ухаживает даже дома за свиньями, он должен при посещении своего свиноводческого хозяйства переодевать отдельную спецодежду именно для работы со свиньями. Перед входом в помещение должен быть дисбарьер, заполненный дезинфицирующим средством. Ну и там есть различные еще перечни именно биобезопасности, при соблюдении которых компенсация возмещается, ущерб возмещается владельцу животного. Вот, господин Вартанян, мы говорили о том, что регистрацию животных в основном проводят крупные свиноводческие хозяйства. А если простой житель, имея дома одну-две свиньи, он обязан ее регистрировать? Любое животное должно быть зарегистрировано. Любое, даже если человек держит это животное для собственных нужд, оно все равно должно быть проидентифицировано. Во-первых, это делается для того, чтобы когда в случаях возникновения каких-либо остро возникающих заболеваний наши специалисты смогут узнать, в каком населенном пункте сколько каких животных находится. Вот.
А если, к примеру, допустим, были ли такие у вас случаи, когда человек держал одну-две свиньи, и что-то с ней случилось, и вот не сообщили, просто утилизировали ее или... Бывали и такие случаи, что выясняли уже после того, как находили либо труп животного, либо остатки этого животного где-то за пределами населенного пункта. Ну вот к чему это может привести, если человек не сообщил? Ну вот это самый главный будет источник возникновения инфекции. Почему? Потому что если, допустим, у человека пойдет какое-то животное, он может обратиться в местную публичную власть, которая организует захоронение этого животного в специально отведенных местах с соблюдением всех необходимых правил утилизации трупов животных. Вот сейчас как они утилизируются после того, как обнаружена африканская чума? Значит, в тех хозяйствах, где была выявлена африканская чума свиней, все животные были умерщвлены, животные были захоронены в местах, отведенных местной публичной властью вулканистами, и согласованы с экологической службой. Животные были захоронены на глубину более 2 метров и обеззаражено хлорной известью. Скажите, пожалуйста, вот режим ЧС Вулканешных введен до 3 сентября. При каких конкретных условиях карантин действительно будет снят в этот срок? И что может заставить службу АНСа продлить ограничения? В том случае, если до указанного срока не будут выявлены новые очаги африканской чумы свиней в зоне, в таком случае карантин будет снят. В случае, если будет какое-то подозрение на заболевание, и оно потом подтвердится, то естественно, что срок карантина будет продлеваться до получения отрицательных результатов. Скажите, пожалуйста, вот если выявили у, допустим, дома владельца, да, вот африканскую чуму животных, какие-то мероприятия с самими владельцами производят, осмотр врачебный, или оно как бы никак не... Ну, если владелец животного заметил какое-то изменение поведения животного, ему необходимо обратиться к ветеринарному специалисту. Уже только специалист может определить, в каком состоянии животное, что там необходимо делать. В случае, конечно, если это будет подозрение на какое-то инфекционное заболевание, то будут отобраны необходимые пробы для подтверждения в лаборатории. Ну вот мы говорим о животных, а самого владельца, допустим, проверяют врачи вообще? Вот вы сказали, что владелец тоже может быть очагом инфекции. Ну, как правило, человек не болеет этой болезнью, и выявить, является ли он именно носителем, нет. А вот в данной конкретной ситуации в Вулканештах выявили ли очаг? Откуда он пошел? Предположительно, на 100%, конечно, установить причину возникновения заболевания тяжело, но большая вероятность, скорее всего, то, что скармливали животным свежеубранное зерно, и оно могло явиться источником заражения животных. А как это предупредить? Хозяин в любом случае... Для кормления животных, в том числе не только касается свиней, это и других животных касается, не рекомендуется использовать зерно в первые 90 дней после уборки. То есть должно пройти не менее 3 месяцев для того, чтобы вирус инактивировался в зерне. В зерне, и в подстилочном материале тоже. А подсчитаны уже какие-то предварительные убытки или еще? Я не могу вам сказать. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим о том, что вот животных утилизируют. Проверяли ли рынки, делали ли отбор мяса вот в период этого? Или вообще полный запрет сейчас на продажу мяса в Вулканештах? Тут я не могу сказать вам. Ну, рынки, конечно, проверяются, и мясо, поступающее на рынке, оно поступает только через убойные пункты. Но на убойных пунктах все идет документально.
Если посмотреть на ситуацию объективно, что сегодня представляет наибольшую угрозу для распространения вируса по всей Гагаузии? Человеческий фактор, несанкционированная торговля или стихийные свалки, можно сказать, где обитают животные? Ну, скажем так, в основном это у нас несанкционированные места продажи животных, живых животных, плюс наличие неидентифицированных животных в населенных пунктах. Вот такой вопрос. Вот мы говорим о неидентифицированных, да, если человек идет, покупает на ферме, которая авторизирована, и мы знаем, что если человек купил, ему дают документы, а если продается вот как с рук, допустим, хозяин продает там 5 голов овец, можно сказать, или там поросят, вот в таком случае как обезопасить себя, чтобы не попасть вот в такую ситуацию, чтобы животное не было заражено? Ну, во-первых, животных нужно покупать только идентифицированных. За покупку неидентифицированного животного предусматривается, согласно Кодексу о правонарушениях, наказание, штраф. Поэтому нужно покупать идентифицированное животное с документом, тогда человек будет уверен, что он покупает здоровое животное, потому что прежде чем выдается ветеринарный документ на животное, животное осматривается. Если все ли в Гагаузии такие, как вы говорите, добросовестные люди, и все ли регистрируют своих животных? Или все-таки вы выявляете случаи, когда есть те, кто не идентифицирует? К сожалению, очень часто встречаются именно случаи, когда владельцы не идентифицируют животных. Ну вот они же объясняют какую-то причину, они говорят, в чем причина, почему? Ну, некоторые считают, что если он это животное держит для собственных нужд, оно не должно быть идентифицировано. Это ошибка. Любое животное, даже если это для собственных нужд, животное должно быть идентифицировано. Тем более, что идентификация проводится у нас в республике бесплатно. Регистрация событий о животном проводится тоже бесплатно. Это просто-напросто своевременно нужно сообщать в нашу службу о намерениях любого действия с животным. Скажите, пожалуйста, как часто должны владельцы вот тех же свиней, да, коров, допустим, овец держащих, прививать эти животные? Или у нас в стране не обязательно это? Что касается обязательных вакцинаций, в настоящее время государством проводится вакцинация только собак и кошек против вируса бешенства. Вот. Остальные животные они не вакцинируются государством. Но владелец сам может... Владелец животных может, если он, допустим, хочет защитить свое животное от какого-либо заболевания, он может обратиться к ветеринарному-специалисту с консультацией, где можно приобрести вакцину. Но, как правило, у нас вакцины реализуются только фармацевтическими компаниями. И они идут в больших расфасовках. То есть они неудобны для частного сектора. Вот от африканской чумы есть вакцина? Нет. В настоящее время вакцины против африканской чумы свиней нет. Поэтому основные мероприятия по защите животных – это именно соблюдение условий биобезопасности, недопущение контакта своих животных с другими животными и использование выдержанных кормов. Допустим, если человек заподозрил у своего животного первые признаки, о которых вы сказали, что нужно в первую очередь сделать? Куда обращаться? Он должен обратиться к ветеринарным специалистам. Есть какие-то телефоны горячей линии? Есть. Могут зайти на веб-сайт ansa.gov.md. Там есть номера горячей линии, куда можно обращаться. Скажите, пожалуйста, если человек своевременно не оповестил АНСУ о каких-либо вот таких случаях, грозит ли какое-то наказание, административное или штраф? Нет, надо вспомнить. Да, есть наказание за это. И есть наказание за нарушение карантинных мероприятий. То есть там, где сейчас карантин,
в Волконежском районе. За нарушение карантина предусматриваются санкции. Скажите, я вот разговаривая с вашими коллегами, было сказано, что последние недели они очень усиленно работают в Волконештах. Как обезопасен, созданы ли все меры безопасности для ваших сотрудников? В любом случае, это, тяжелый труд ежедневно находиться в очаге. Это, скажем так, наша работа, и все наши сотрудники, которые работают сейчас в очагах, они обеспечены спецодеждой, средствами личной защиты, средствами дезинфекции, для того, чтобы они не явились переносчиками заболевания. Скажите, вот мы говорим про африканскую чуму, но в последние месяцы в Молдове активно обсуждают и говорят о том, что в локальных местах, в каких-то селах есть бешенство, как мы говорим о животных. Вот в этом случае многие говорят о том, что тоже очаг заражения – это дикие животные, можно сказать, бродячие собаки, те же крысы, можно сказать. Фиксировались ли за последние несколько лет у нас такие случаи в Гагаузии? И как вообще обезопасить себя от этого? Если мы говорим, что здесь только болеют свиньи, то от бешенства не застраховано ни одно животное. Что касается бешенства, значит, основным резервуаром вируса бешенства в природе являются лисы, как правило. Поэтому желательно своих домашних питомцев, собак, кошек, собак держать на привязи. Если, допустим, крупные собаки, то их лучше держать в вольерах. Также территория должна быть огорожена для того, чтобы исключить проникновение лис, шакалов на территорию двора. В случае, если, конечно, контакт произошел, бывают случаи, когда человека на улице, значит, если был контакт, либо укус, либо царапина с животным, в первую очередь необходимо обратиться в медицинское учреждение для того, чтобы сделали обработку первичной раны. И в случае, если это животное, скажем, не бродячее, а с владельцем, то данные передают в нашу службу, и наши специалисты в течение 30 дней проводят наблюдение, клинические осмотры, наблюдение за животным. В случае, если в течение 30 дней признаков бешенства не выявляется, в медицинское учреждение передается справка о том, что животное клинически здорово, признаков бешенства нет, и человеку ставят только несколько уколов против. Но мы говорим, если это домашнее животное. Да. А если, допустим, мы говорим о том, что укусила бродячая собака, как мы ее в этой массе всех бродячих собак точно... Хорошо, если она с биркой, да, и она где-то уже зарегистрирована. А если, как обычно, на ней нет бирки, то тогда... Как правило, то этим людям, имеющим контакт с этими животными, просто-напросто проводят весь курс прививок против вируса бешенства. А можно ли заразиться, допустим, если в парке играют дети, они там погладили бродячую собаку или нашли там кошку, поигрались там несколько минут с этой кошкой? Или все-таки это только через укус? Риск заражения есть. Почему? Потому что вирус бешенства выделяется из организма больного либо зараженного животного со слюной. То есть, если есть какое-то повреждение кожного покрова, царапина, и туда попадет слюна инфицированного животного, естественно, что вырастает вероятность заражения человека. Если мы говорим о том, что от африканской чумы нет прививки, то от бешенства есть? Должны ли хозяева прививать своих питомцев? Естественно. Каждый год нашими специалистами проводится вакцинация собак и кошек. Как правило, по плану она проводится в 4 квартале. Это обычно октябрь-ноябрь месяц. Кроме этого, владельцы животных могут обращаться в ветеринарные клиники, ветеринарные кабинеты
также для того, чтобы вакцинировать животных против бешенства. Ну вот мы сейчас сказали о домашних животных, но я знаю, что АНСА проводят каждый год и как бы вакцинацию диких животных. Да. Лис, сбрасывается что-то для того, чтобы они съели. Ну, это приманки, содержащие иммунизирующие дозы вакцины для вакцинации дикой фауны против бешенства. Как правило, проводится 2 раза в год, весной и осенью. В этом году проводилось в мае месяце. Вот, наши специалисты раскидывали в местах частого, скажем так, обитания лис, разбрасывали эти приманки. Скажите, как заподозрить хозяина о том, что, допустим, его питомец, да, дома заразился? Первое-наперво это изменение поведения животного. При бешенстве, любое заболевание у животных начинается с угнетенного состояния, изменения поведения животного. Это первый признак любого заболевания, не только бешенства. В случае наблюдения изменений поведения животных сразу надо обращаться к ветеринарному специалисту. При бешенстве же, в зависимости от того, в каком периоде самого заболевания, там наблюдается основные признаки – это агрессивность животного, слюнотечение, паралич нижней челюсти, водобоязнь, светобоязнь. Животное старается забиваться в темный угол, наблюдается извращенный аппетит, то есть поедание несъедобных предметов. А есть ли лечение от этого вообще? Бешенство не лечится ни у человека, ни у животных. Тогда как человеку? Единственный способ – это своевременное обращение в медицинское учреждение для того, чтобы своевременно получить вакцину. Даже в любом случае, если укусила собака, медлить не нужно. Конечно. Нужно в тот же день обратиться. В тот же день надо сразу обращаться в медицинское учреждение. Почему? Потому что инкубационный период очень короткий при бешенстве, поэтому надо своевременно это все делать. А вот как предотвратить это? Предотвратить это только, как я уже говорил. Если мы говорим, что свиней мы вот можем закрыть там в сарае, сделать специальное место, но собака, кошка – это такое животное, особенно коты, да, которые ходят везде, это если домашний. Собаки должны быть на привязи, либо в вольерах. Вот. Что касается кошек, да, с кошками немножко сложнее, но кошек можно вакцинировать. То есть владелец животных может обращаться даже в нашу службу и по возможности, если есть наличие вакцины, проводить вакцинацию, либо обращаться в частные ветеринарные кабинеты для вакцинации. Вот вы сказали о том, что домашних животных, допустим, коров, свиней ставите на учет, а вот собак, кошек по новому законодательству тоже надо будет регистрировать. Но пока закон не вступил в силу, поэтому тут пока ничего не можем говорить, потому что сама процедура еще не разработана. Закон еще не вступил в силу, но думаю, что когда он вступит в силу, то же самое будет, как и с другими видами животных. Говорим вот о домашних животных, что хозяин может прийти и вакцинировать. А что делать тогда с бродячими, когда в городах и населенных пунктах нашей автономии их очень много? Удается ли по какой-либо госпрограмме их вакцинировать и чипировать для того, чтобы наблюдать за их популяцией и не допустить того, чтобы... Смотрите, у нас по законодательству бродячими животными, безнадзорными животными занимается местная публичная власть. Да. В случае, если будет обращение местной публичной власти, то и будет возможность, естественно, мы будем выделять вакцину для этого. Хватит ли для всех? Тут я не могу вам сказать, потому что это заявки мы делаем каждый год, а уже как решает Какой главный совет вы бы дали жителям прямо сейчас? В связи с тем, что вот у нас в Вулканештах чрезвычайная ситуация, да, и в связи с тем, что в тех или иных районах страны у нас выявляются вот эти очаги бешенства.
Ну, не очаги, единичные Ну, да. случаи, про очаги. Ну, это тоже очаг, даже единичный случай, это все равно очаг Ну, заболевания. вот там было, в информациях было сказано, что ставится 30-дневный карантин для хозяев, так получается? Если бешенство. Получается, нет, получается карантин, что при бешенстве карантин, что при африканской чуме свиней. Одинаковый. Есть зона наблюдения, заражения, есть зона наблюдения. То есть мероприятия проводятся практически те же самые, только что касается бешенства, не выставляются ветеринарно-санитарные посты. Вот. А так, с нашей службы мероприятия проводятся одинаково, что там, что там. Вот. Что касается заболеваний, перво-наперво это всегда надо соблюдать условия биобезопасности содержания животных. Хозяйства должны быть огорожены. Животные, касается африканской чумы свиней, животные должны быть идентифицированы и содержаться в закрытых помещениях. Для кормления лучше использовать корма со сроком, скажем так, хранения более 90 дней. То есть свежеубранное зерно, свежескошенная трава для животных, для свиней не используется. То же самое касается и подстилочного материала. Если вы заготавливаете солому с целью использования в качестве подстилки, ее допускается использовать либо после 90 дней, как уборка, либо проведение ее дезинфекции подстилочного материала. Sevgili seyirciler, Deniz Süleyman bizim programımız yaklaştı sonuna. Sayın Vartanyan, sağ olun, kabul ettiniz teklifimizi de geldiniz bizim stüdyomuza. Açıkladınız bu hastalığın baş sebeplerini, hem verdiniz insanlara faydalı nasihatları. Bugünkü programımın baş sebebi Afrikan çumanın virüsü insanlara korkunçsuz ama getirir zarar ekonomikaya hem çorbacılıklara. Bizim misafirimiz de Ansı Veterinar Sanitar Bölümünün baş inspektörü Lubomir Vartanyan. Koruyunuz kendinizi hem kendi hayvanlarınızı da uzman olacağınız sağlıklı gelen buluşmalara da.